информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Обновленные корпуса МРТ и новый персонал. Узнаем, как Нерюнгринская ЦРБ перезапустила сервис и привлекла 66 молодых врачей. Еще 2 десятка якутских пожарных готовят к первым парашютным прыжкам. Узнаем, как проходят тренировки и подготовка к полету. В Якутске впервые представили широкой публике этюд картины Афанасия Осипова «Народный писатель Якутии». Работа поступила из частной коллекции. В Якутске на озере Сайсара проходит конкурс ледовых скульптур. Конкурсанты воплощают из льда эпизоды из эпоса Улан-Хо, легенд и преданий. В этом году хор Якутского государственного театра оперы и балета празднует знаменательную дату 90 лет с момента своего основания. Узнаем о истории хора. В законодательство России внесут поправки, позволяющие мамам, которые до декрета совмещали работу в нескольких организациях, получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с учетом доходов от всех работодателей. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Ранее закон позволял рассчитывать выплату на основе взносов только одного работодателя по выбору матери. Депутат Светлана Бессараб отметила, что это решение восстанавливает социальную справедливость для женщин, работавших на нескольких должностях. При этом сохранится верхний порог выплаты. Максимальный размер пособия составит 83 тысячи рублей. В ходе рабочей поездки глава Якутии Арсений Николаев сообщил о значительном росте удовлетворенности жителей Нерюнгринского района качеством медицинских услуг с 22% в 2021 году до 70% на текущий момент. Позитивная динамика стала результатом реализации указа о развитии района и президентского мастер-плана. В Нерюнгринской ЦРБ уже обновлена детская поликлиника, женская консультация и ряд корпусов. Закуплено современное оборудование, включая МРТ. Также активно решается кадровый вопрос. Благодаря региональным выплатам в 1 миллион рублей в 2025 году в больницу привлечено 66 молодых специалистов. В Якутске проходит семинар обучения для помощников по уходу за тяжелобольными. Специалист Российского фонда «Старость в радость» Юрий Баев продемонстрировал навыки выполнения манипуляций, передвижения, позиционирования, кормления, гигиенических процедур. В практических занятиях участвовали 28 сиделок из некоммерческих организаций Якутска и Намского района, школы 3-го возраста, а также помощники на дому из республиканского социального обслуживания. По окончании обучения участники получили удостоверение о повышении квалификации. Нас научили, как ухаживать за маломобильными людьми, как правильно мыть, как правильно поворачивать и поднимать при падении. Да, у нас были навыки, но не такие углубленные. Нам будет помогать в дальнейшем, практиковать будем остальных, обучать будем тоже остальных. Любителям экстрима приготовиться. Увидеть Якутию с высоты птичьего полета скоро смогут и еще 2 десятка пожарных. Новички проходят обучение для прыжков с парашютов. Как огнеборцы готовятся к первым полетам, выясняла наша съемочная группа. Как покорить небо, человек додумался давно. Идеи парашюта почти 1000 лет. Пусть конструкция проста, перед тем, как доверить ей свою жизнь, требуется тщательная подготовка. Этим-то и занимаются на авиационной базе в Немигюнском наследии. 26 парней, которые вот-вот встанут на защиту якутских лесов, из раза в раз укладывают купола и собирают стропы, чтобы до первого прыжка движения были отточены практически до мышечного рефлекса. 90% прыжка зависит от укладки, получается. А остальное 10 там выход самолета, приземление и работа в воздухе. Решиться совершить прыжок – это в принципе нелегко, но дополнительной тяжести и в прямом, и в переносных смыслах добавляет снаряжение. Все это великолепие в совокупности весит около 25 килограмм. Если вот этот костюм для плавучести не ощущается, то сама парашютная система довольно тяжелая. То же самое можно сказать о такой железной каске с забралом. Еще одним поводом больше, чтобы уважать пожарных. Кадры, которые мы сейчас готовим сами для себя, они очень нам нужны. Прошли с пожара – это универсальный специалист, который выполняет работу
по патрулированию на борту с летчиком-наблюдателем и самые первые лица, которые приступают к тушению пожара. На первый взгляд может показаться, что дело расплюнуть. Скомкал рюкзак и прыгаешь. Но огнеборцы не могут позволить себе неаккуратности. Каждая мелочь, каждый трос должны быть на своем месте. А ведь нужно еще и найти смелость выйти из самолета и вступить в свободное падение. Курсанты честно признаются, это страшно. Волнуетесь? Ну да, сильно. Мандраж. Вообще не представляю, как прыгать буду, но думаю, что смогу. Чтобы быть уверенными в своих силах, курсанты учатся не покладая рук. За короткий февраль они посвятят подготовке 200 часов, от теории до практики. Большую часть будущие пожарные проведут здесь, на базе, где все делают вместе. И занимаются, и готовят обеды, и спят. Но когда видишь перед собой цель, и цель благородную, препятствия на пути к ней кажутся незначительными. Не спорю, вот работа не из легких, но мне нравится на природе работать. Природу сохранить надо, бережно, спасать надо. На следующей неделе укладывать парашюты начнут на улице, а там рукой подать и до первого прыжка. Сначала, конечно, с инструктором. Связь между землей и небом держит по рации. Получив допуск в самой интригующей дисциплине, ребятам предстоит еще ряд зачетов в Якутске. Например, десантирование из вертолета. И тогда авиалесоохрана республики с распростертыми объятиями примет в свои ряды таких важных и нужных специалистов. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Хангаласский район. Якутский гормолзавод стал первым предприятием региона, официально подтвердившим качество своих товаров через систему сертификации «Сделано в Якутии». Роскачество выдало сертификаты на несколько десятков позиций молочной продукции, что стало важным этапом в продвижении локального бренда. Проект, запущенный в прошлом году при поддержке Минсельхоза Республики, нацелен на создание единого узнаваемого бренда якутских товаров и их вывод на новые рынки. По словам представителей Роскачества, такая сертификация поможет создать устойчивую экосистему для местных производителей и повысить доверие потребителей, используя успешный опыт других регионов, например, продукции Кавказа. Сегодня для девятиклассников по всей Якутии прошел волнительный день. Школьники сдали итоговое собеседование по русскому языку. Первое серьезное испытание на пути к государственным экзаменам. Как прошел этот день в одной из школ Якутска, расскажем прямо сейчас. Сегодня у нас итоговое собеседование. В 26-й школе утро начинается с инструктажа экспертов. Они учителя школы, которые будут принимать устный экзамен. Им напоминают о критериях оценки и порядке проведения собеседования. Важно, чтобы каждый ученик получил объективную оценку. Задача собеседника – создать благоприятные такие условия, чтобы ребенок спокойно мог сегодняшний экзамен выдержать. По критериям оцениваем выступление ребенка, как он читает, как он пересказывает, как он строит свой монолог. После этого он с собеседником разговаривает, и мы за все его ответы ставим баллы. Для получения зачета школьникам необходимо набрать минимум 10 баллов из 20. Всего в школе к собеседованию зарегистрировано 188 учеников. Из них 184 предстоит пройти испытания. Мы подготовили 11 аудиторий. Каждому ребенку выделяется по 15 минут на ответ. В каждой аудитории, соответственно, будет один собеседник, один экзаменатор, видеосвязь. Все мы уже заранее подготовили. После экспертов на инструктаж приходят девятиклассники. Им также объясняют порядок проведения экзамена. Среди них Алиса Орлова. Для нее этот день особенно важен. Она сдает ОГЭ по английскому и биологии, чтобы в будущем стать психологом. Естественно, присутствует небольшое волнение, но так как я ежедневно готовилась, и за неделю у нас было пробное устное собеседование, поэтому волнение не такое большое. Все задания вполне себе простые, и каждый, естественно, может с ними справиться. Итоговое собеседование прошло не только в этой школе. В Якутске его приняли у более 5000 девятиклассников из 54 школ. Ну а по всей республике в собеседовании участвовали почти 14 500 учеников из более чем 530 школ. Это устные испытания, обязательные для допуска к государственной итоговой аттестации. Для тех, кто пропустил итоговое собеседование по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Это 11 марта, вторая рабочая среда,
и 20 апреля первый рабочий понедельник. Результаты текущего экзамена будут известны через несколько дней. Девятиклассники показали, как умеют выражать свои мысли и аргументировать ответы. Впереди у них более важный экзамен, который проверит все, чему они научились за годы учебы. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Подарки, сделанные руками детей, станут частью праздничных посылок для бойцов СВО. В этом году впервые к акции подключился социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул». Подробности в следующем сюжете наших коллег из Нерюнгри. Воспитанники реабилитационного центра «Тускул» – несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Но эти трудности не отразились на доброте их сердец. При участии родителей и работников центра была собрана посылка с продуктами питания, медицинскими изделиями, оберегами. Ребята вложили в посылки яркие самодельные письма со словами поддержки бойцам СВО. Сотрудники совместно с семьями, с которыми мы работаем, пекли эти пряники. Дети украшали эти пряники. Далее, здесь есть обереги, которые тоже дети совместно с воспитателями делали. Также мы сушили сухари. Сотрудники резали хлеб, дети фасовали это по пакетам. Сейчас наша задача вот такие вот приятные памятные знаки оставить на каждом пакетике с сухариками, то есть «Тускул». И вот у нас такой мамонтенок, это наш такой, так скажем, тотемное животное, да, мамонтенок. То есть он будет согревать, наверное, душу солдата там, в окопах, на передовой. Такие акции, по мнению педагогов центра, имеют большое воспитательное значение. Они помогают формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданской ответственности и умение сопереживать и поддерживать тех, кто выполняет сложную и важную миссию. Посылки переданы в волонтерский корпус Южно-Якутского технологического колледжа. Мы пригласили ребят в гости. Они познакомятся с нашей продукцией, как это изготавливается, увидят это сами и уже будут конкретно смотреть, что они могут делать на своей базе и как часто они могут к нам приходить. Ну а также в преддверии праздника Дня защитника Отечества ребята изготовили уже кое-какую продукцию. Сегодня это все будет упаковано. И посылка поедет в зону проведения СВО. Бойцы очень трепетно воспринимают всю эту работу, когда получают поделки, изделия от ребят именно. Потому что там душа, тепло, ну и так далее. Все, что им нужно для поднятия морального духа. Сегодня реабилитационный центр «Тускул» только присоединился к благотворительному проекту «От сердца к сердцу». А впереди у них большие планы по объединению сердец в знак поддержки тех, кто стоит на страже нашей Родины. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутске впервые представили широкой публике этюд картине Афанасия Осипова «Народные писатели Якутии». Работа поступила из частной коллекции Антонины Дмитриевой, родной племянницы художника и супруги олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева. Этот этюд заметно отличается от известного полотна, которое хранится в постоянной экспозиции Национального художественного музея республики. Зрители могут сравнить две версии, увидеть творческий поиск мастера, его размышления о подлинной народности якутских писателей и о их глубокой неразрывной связи с родной землей. Классический якутский пейзаж сначала использовался художником при изображении писателей. Но в дальнейшем Афанасий Осипов решил, что масштаб творчества этих писателей раскрывается именно долиной Туймады, с большим таким вот пространственным размахом, с изображением реки Лены. И мы получаем уже тот вариант, который знают многие жители Якутии. Алроса передала в Гохран Якутии свою коллекцию редких цветных алмазов. Порядка 240 алмазов якутской алмазодобывающей компании пополнили выставку музея «Сокровищница Якутии». Алмазы необычных и редких цветов. Одну из первых удалось увидеть нашему корреспонденту, рассказывает Марферина Алексеева. 238 цветных алмазов в 7 цветах общим весом в 269,5 карат из коллекции «Алроса» пополнили фонд драгоценных камней Якутии. За прошедший год сотрудники «Алроса» и Гохрана Республики провели колоссальную работу по пополнению Государственного фонда драгоценных металлов и камней.
Для этого потребовались большой труд и профессионализм экспертов единой сбытовой организации «Алроса» по тщательной оценке и отбору уникальных экземпляров природных алмазов. К слову, единая сбытовая организация в этом месяце отмечает свое 30-летие. Именно в этом подразделении компании добытые алмазы проходят сортировку, экспертную оценку и предпродажную подготовку, прежде чем отправиться клиентам по всему миру. Все тщательно отбирается нашими экспертами, с экспертами «Алроса», и, соответственно, мы их приобретаем ежегодно для экспозиции в сокровищнице нашей республики. И посетители сокровищницы могут своими глазами увидеть камни как желтого, зеленого, оттенка фиолетовых. Иногда, к сожалению, бытует мнение, что цветные алмазы добываются только на территории Африки и так далее. Мало кто знает, что цветные алмазы добываются и на территории нашей республики. Это достояние нашей республики. И то, что есть сокровищница, оно не подлежит отчуждению ни в коем виде. То есть то, что есть сокровищница, оно никогда не будет продано или реализовано. Государственное хранилище ценностей республики представит еще 18 очень необычных и редких форм алмазов. Из этой коллекции, пожалуй, самые крупные и необычные вот эти 3. Сейчас я в руки возьму алмаз, который состоит из 2 сросшихся алмазов, который состоит из алмаза ювелирного качества и технического. Его называют непара, но работники хранилища называют его инь-янь. У этих алмазов исключительные характеристики. Каждый экземпляр – шедевр природы. Одним из ярких представителей является алмаз-символ «Алросы» весом 4,48 карата. Его форма похожа на логотип компании. Также имеется алмаз в виде сердца, цветка, утки, пера павлина и других фантазийных форм. Алмазы будут представлены жителям и гостям республики уже через месяц. Дальнейшее пополнение коллекции путем приобретения новых партий природных алмазов у «Алроса» продолжится и в этом году. Марферина Алексеева, Нюргун Старостин, Якутск. Нерингри примет международный венкийский праздник Пагалдына. Инициатива по проведению праздника главе района Роману Щегельняк. Одна из основных причин – вековой юбилей села Иенгра, который отмечается в этом году. В населенном пункте сохранена уникальная языковая среда венков. Здесь неоднократно проводились национальные праздники Дня оленевода. По словам главы района, уже разработана концепция Бакалдына. Прорабатывается программа, в которой кроме обрядовых мероприятий, выставок, концертов будет и деловая часть. В Якутске на озере Сайсары проходит конкурс ледовых скульптур. Мастера из разных районов республики создают 16 композиций на любую традиционную тему, отображающую эпос, культуру и быт народов Якутии. Так конкурсанты воплощают из льда эпизоды из эпоса Олонхо, легенд, преданий, образы божеств, животных, традиционные символы и обереги. 12 февраля жюри определит лучшие работы. Победители получат 80, 60 и 100 тысяч рублей. И все участники по 30 тысяч рублей. Горожане и гости столицы смогут увидеть ледовые скульптуры 14 февраля. В этот же день состоится торжественное открытие нового ледового парка. В этом году мы как первые начали, поэтому у нас опыта нету. Вот поэтому мы начали конкурс скульптур в национальном стиле. У нас будет тут коньки, квадроциклы, картинг, еще 5 у нас горок и бананы. Наше население Октябрьского и Сайсарского округа в доступности будут времяпровождения свое проводить на свежем воздухе. Будет очень красиво смотреться после окончания этих фигур. Государственный театр оперы и балета стал победителем в республике по продажам билетов за прошлый год через Пушкинскую карту. 2 года подряд театр был в числе лидеров среди учреждений культуры в республике и в Дальневосточном регионе. Так, в период с 2021 по 2025 через федеральную программу театрам было продано более 25 тысяч билетов. Молодежная аудитория, по словам работников театра, более заинтересована в представлениях, которые включаются в школьную программу. Например, Евгений Онегин, а также растет популярность патриотических постановок.
Самые продаваемые спектакли, скажем так, да, это наши классические спектакли. Это спектакли нашего большого друга, гения балета Юрия Николаевича Григоровича «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Спартак». У нас очень хорошая продажа по патриотическим спектаклям. Это «Подвиг балет», опера Евгения «А зори здесь тихие» и наша легендарная опера «Аланхо Нюргун Батур». В этом году хор Якутского государственного театра оперы и балета празднует знаменательную дату – 90 лет с момента своего основания. В течение практически века коллектив исполнял не только произведения из мировой классики, но и давал звучание мотивам якутского народного творчества. Об истории православленного хора расскажет Диана Антонова. Звонкие голоса солистов, якутские мотивы в исполнении оркестра, артисты в национальных костюмах – все это воплощение народного эпоса на сцене театра оперы и балета. В этом представлении хор не просто музыкальное сопровождение, а настоящий живой организм, где каждый голос добавляет свой оттенок к общему звучанию. Так, в 2002 году прозвучали первые голоса хористов Якутии на большой сцене. Коллектив выступил в Большом театре в Москве в музыкальной драме Мусоргского Борис Годунов. Постановкой занимался режиссер, народный артист России Андрей Борисов. Это было триумфальное возвращение в столицу. Ранее в 1957-м хор выступал с оперой «Нюргун Батур» в музыкальном театре имени Станиславского. Это мое первое выездной такой большие гастроли были. И я счастлива и вспоминаю эти года вообще. Это самые лучшие мои годы. Это сцена, это аж колонны, это и русский зритель, да, и сам Большой театр. До сих пор вспоминаю очень волнительно. Хор также выступал в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в других больших городах России и за рубежом. В концертном репертуаре такие известные произведения, как «Реквием» Моцарта и Джузеппе Верди, «Кантанта Москва», «Курские песни» Свиридова. Одним из самых прославившихся произведений в исполнении хора является опера «Нюргун Батур». Главные роли как солисты исполняли даже сами артисты хора. Я играл, когда ставил режиссер Прокопий Неустроев. Я там главную роль Евренгулона исполнял. Очень было трудно, конечно, первый выход. Я тогда в училище учился, и сразу дали мне роль. А сейчас вообще вышел на сцену, и все, у меня все открылось. Все получилось. За 9 десятилетий хор театра оперы и балета прошел путь от небольшой группы до профессионального коллектива, который сегодня радует зрителей не только в Якутии, но и за ее пределами. И очень работать было очень сложно, потому что те года тоже исполнялись очень большие полотна, и люди, некоторые нотный материал не владели, они по слуху пели. А допустим, сейчас, как у нас высшая школа музыки, Арктический институт, и работают там все мастера высочайшего класса. У меня 52 артиста хора. В течение года хор отпразднует свой юбилей серии больших концертов, на котором прозвучат произведения как из классики, так и из репертуара якутского эпоса. 90 лет – это не просто дата, это целая эпоха, наполненная музыкой, искусством и культурой. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.